Правительство Коми подвело итоги реализации программы развития транспортной системы и мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна исполнения указаний президента. Как подчеркнула в своем докладе руководитель администрации главы правительства Лилия Опарина, в республике выполнено 173 поручения президента. Сроки не нарушены. Впрочем, основное внимание Кабинет министров уделил вопросам развития транспортной инфраструктуры в 2012 году. Татьяна Супряткина подробно выслушала выступающих. На дорожную отрасль в 2012 году республика выделила 9 миллиардов рублей. Сумма огромная по сравнению с прошлыми периодами. Развитие транспортной системы было обозначено главой Коми как один из приоритетных в работе правительства региона, чтобы в перспективе обеспечить связь с каждым населенным пунктом республики. Самое проблемное на сегодняшний день – северное направление, вместе с тем и перспективное. Дорога на Нарьян-Мар даст новый толчок экономике, освоению нетронутых природных ископаемых севера и возможность прямого доступа к морским портам. Пока только республика проявляет активную заинтересованность в магистрали. Ненецкий округ идти навстречу, прокладывая трассу на своей территории, только раздумывает. Значит, общий бюджет на 2012 год у нас был 9 миллиардов. Израсходовано порядка 7 миллиардов, это 70%, ну 6,5, будем так говорить правильно, это порядка 70% от всех сумм, предусмотренных бюджетом 2012 года. Основные причины низкого освоения, будем так говорить, это все-таки тот транспортный коллапс, который мы получили на автодороге Керки-Малая Пера, который не позволил нам в том году выполнить основные объемы, что, собственно говоря, и в этом году с чем мы сталкиваемся. Значит, это все-таки большие объемы и не такая обеспеченность подрядчиков современными механизмами, машинами, которые позволила бы им выполнить эти объемы в полном размере. Главное, что удалось сделать в 2012-м, отмечает глава Минпрома региона Андрей Самоделкин, так это решить вопрос по водному транспорту для перевозки жителей в самых труднодоступных районах Коми. Для этих целей закуплено 5 катеров. В этом году они смогут охватить 40 отдаленных сел и деревень, где проживает более 20 тысяч человек. Железнодорожные перевозки остаются самыми проблемными на сегодняшний день. В прошлом году правительство Коми смогло отстоять пригородные сообщения, прошли серьезные переговоры с Северной пригородной пассажирской компанией. Из бюджета региона перевозчику возмещаются выпадающие доходы порядка 70 миллионов рублей. В этом году железнодорожники вновь объявили о сокращении поездов. На этот раз от убыточных направлений планирует отказаться Федеральная пассажирская компания. Называет сроки 26 мая. Нерешенных проблем тоже еще очень много. В первую очередь не достигнуто соглашение с Федеральной пассажирской компанией, которая продолжает работу по отказу от нерентабельных поездов. Коим они относят и поезда Сосногорск, Троицко-Печорск и Сыктывкар-Кослан. Этот вопрос сегодня правительство держит на особом контроле. Подготовлено несколько предложений для железнодорожников. Например, рассматривается вариант по переводу поезда Сосногорск-Троицко-Печорск в разряд пригородных. В таком случае расходы на его обслуживание в таком статусе снизятся аж вдвое. ФПК, значит, за снижение убытков, и поэтому, значит, от категоричного отменить такие-то поезда, значит, до, скажем, сократить их периодичность. Ну, наш знаменитый поезд на Кослан, поэтому здесь работа это еще продолжается. И, конечно, не все так просто. Вот мы буквально совсем недавно, значит, наши специалисты вернулись из Ярославля, и, скажем, мы понимаем, что только решением Ярославля мы этот вопрос как бы не добьем. Поэтому приходится выходить и на руководство РЖД. Уже в скором времени столица Коми намерена наладить воздушную связь с отдаленными уголками. Для организации внутренних авиаперевозок республика закупила чешские самолеты Л-410. Начинается реконструкция аэропортов Ухты, Усинска и Воркуты. Капитальный ремонт полосы уже в мае начнется, и в Инте уже осенью местный аэропорт сможет принять первые самолеты после десятилетнего перерыва. Кроме того, в ближайшей перспективе и новые направления – Выжму, Вуктыл, Троицко-Печорск и Кослан. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, Василий Янин, телеканал Юрган.